Я не попала на концерт Мирбека Атабекова, к сожалению. Но тиктоктың көріп шықтым барын, и первое, что бросилось мне в глаза, он поправился. Он, блядь, пиздец. Но ему идет. Баяғы ырқиған Мирбек Атабеков пацанчик жоқ, уже киши, уже такой, уже взрослый, уже. Жарашат кен бірек. Второе, что я заметила, вот чем чаще я хожу на наши концерты, тем больше я понимаю, что у нас есть бизнес, но у нас пока нету шоу, да. Мы еще технически пока не можем позволить многие такие спецэффекты крутые, да, мирового уровня, чтобы там артисты там из-под сцены выпрыгивали, или там вообще на канатке спускались с потолка, или летали над ареной, да, что-то такое, да, какие-то такие фейерверки, что-то такое вот хочется, знаете, потому что люди на концерты ходят ради эмоций, ради ощущений, ради впечатлений, да, не только ради того, чтобы послушать исполнителя вживую, но еще как-то отдохнуть, забыться, уйти от этой повседневной жизни, куда-то, знаете, вот внедриться в какой-то вообще вот такой мир эффектов каких-то таких, знаете. Вот если вы смотрите концерты западных исполнителей, они для концертных перформансов создают ремиксы из своих песен. То есть они берут сэмплы от исполнителей вообще других, смешивают со своими, и вот старые песни они выдают в новом звучании, в новом формате, понимаете? То есть это делается чисто для концертного перформанса. И это звучит настолько свежо, настолько по-новому. Вот почему наши так не делают? У нас что студийная запись, что на концерте выдают одно и то же. Вот я бы хотела послушать Атабекова в каком-то новом формате. Вообще вот не в таком, в котором мы привыкли его даже видеть, понимаете? То есть он такой выпрыгивает из-под сцены, да, такой стоит, как Майкл Джексон в Бухаресте, такой стоит, голову вправо. Публика негодует, что за хуйня, я был мне чайгоган, был мне упаган, короче. А он такой, менами башкамен. Очки снимает, ебать, публика слегла, все в аху, короче. И тут из-за кулис выходит рок-гитарист. И тут Атабеков, понимаете, это что-то новое. Это будет что-то новое, это что-то будет вообще невообразимое, даже несовместимое, понимаете? То есть кокенская баллада и рок, это вообще, это что за нонсенс, блядь, понимаете? Но это вот будет второе дыхание для его репертуара, старые песни под новым соусом, понимаете? Вот такие ремиксы надо сделать, почему бы и нет? И, во-вторых, образ Атабекова, то есть надо как-то продумать, да, как-то уже он 20 лет на сцене, надо как-то чем-то удивить, да? То есть он выпрыгивает из-под сцены, и тут другой облик вообще. Кожаные штанишки, кожаная жилетка на голое тело, курса, соски, сармай. Арктач керек, просто. Но это вопрос времени, Просто таким Атабекова еще никто никогда не видел. Это будет новый формат вообще. Все охуеют. Это будет разъеб, я вам серьезно говорю. Просто реально. Вот надо подумать над этим, знаете? А почему бы нет? Война. Почему бы нет? Клышкерек. Тем более Атабеков, он может. Вы видели вот это его? Он же может. В нем есть вот эта перчинка, вот эта экстравагантность. Он может, конечно. Таласки, блядь.